Долгополский район. Сегодня я хочу вас знакомить с историей и культурой национального чувашского народа. И по этому поводу я сегодня нарядилась в национальное платье. В наше время эпоха пробуждения исторического сознания общества. Люди, желая знать правду о прошлом своих народов, стремятся найти в истории ответы на вопросы бытия. Чуваши – это народ сельского происхождения, коренное население Чувашской республики. Численность около 1,5 миллиона, из них в России живут 1 435 000 человек. Чуваши проживают примерно половина всех чувашей, живущих в России. Остальные проживают практически во всех регионах России, а небольшая часть за пределами Российской Федерации. Небольшие группы в Казахстане, Узбекистане и на Украине. Лингвисты признают булгаро-чувашскую этноязыковую общность. В то же время, по результатам историко-культурологических исследований Николаева и Трофимова, в культуре чувашей, в отличие от соседних народов, присутствует мощный пласт элементов культуры, связанный с культурой древних земледельцев Передней Азии. После захвата Казани бывшим ханом Улу Мухаммедом в середине 15 века и до захвата Казани в середине 16 века царем русского царства Иваном Грозным, предки чувашей входили в Казанское ханство, сохраняя, однако, достаточную обусловленность и независимость. Во время русской колонизации на территории современной Чувашии были построены города-крепости Чебоксары, Алатырь и Тивис. Я хочу вас рассказать о праздниках. Праздник Калым. Этот праздник отмечается, когда приходит весна. И по чувашским поверьям, как и по традиции многих народов, наступал Новый год. Но перед его наступлением обязательно нужно было вспомнить почти своих предков. Этому посвящался обряд Калым. Он продолжался 1 неделю и считался последней неделей Старого года. В первый день Калым топили баню, одевали чистую одежду. Специальный посыльный верхом на лошади ездил на кладбище, приглашал усопших. Для них же в бане оставляли воду, веник, мыло. Вечером собирались в доме старшего родственника. Во дворе у священного дерева закалывали жертвенные животные, гуся, петуха или курицу. Оставшиеся погребения там же сжигали. Считал, что они предназначались умершим на перине и подушке. Все обязательно варили целиком. Обрядовой пищей также были каша, яйца, сыр, хлеб, лепешки и вино. На столе или у столба зажигали главную большую свечку. В молениях приглашали предков за стол, что будут их поминать, но просили живых не вспоминать. Кусочки от жертвенной пищи откладывали в специальную посуду для умерших. Специально добавляли лепешки для тех, кого, может быть, никто не поминает или кто умер неестественной смертью. Затем его выносили на улицу. Если эту пищу поедали собаки, то считал, что предки приняли его. После начинали перевеселье с песнями и танцами. Так в течение недели посещали всех близких родственников. Вирам Сэрэнь. В последний день Калым проводили специальный обряд изгнания злых духов, болезней, всех нечистой силы. Этот обряд у верховых чувашей назывался виром, у низовых Сэрэнь. С утра обычно мальчики-подростки ходили в лес и срезали рябиновые прутья, мастерили трещотки. Затем с музыкой, танцами, песнями, криками и шумом ходили все деревни, начиная с восточной стороны. Заходили в дома, листали хозяев, скотину, строение, прогоняя все болезни и злых духов. Хозяева давали детям яйца, орехи, печенье, крупу и масло. Обойдя все деревни, выходили к кладбищу. Там старики молились и часть еды приносили в жертву покойникам. Дети делили еду, ели и играли. Разводили костер и сжигали в нем все прутья и трещотки. Затем прыгали через него, бросали вверх одежду, чтобы очиститься от злых духов. Пасха. На чувашском языке означает «монгон». На следующий день наступал самый большой радостный праздник. Монгон – это праздник всех праздников. С утра пораньше молодежь, дети
старики собирались на краю деревни встречать солнышко, первый восход Нового года. В момент восхода старики произносили молитву. Дети валялись на земле, в шутку боролись и обсыпали зерном и хмелом, чтобы росли сильными и здоровыми. Затем дети ходили с песнями и добрыми пожеланиями по домам. Хозяева обязательно давали им крашеные яйца и печенье. При входе в дом первые старались пропустить девочку, потому что считала, что если первый вошедший в дом человек будет женского пола, то у скотины больше будет телочек, ягочек, а не бычков и парашек. Первую вошедшую девушку сажали на подушку, и она старалась идти тихо-тихо, чтобы и куры, утки, гуси также спокойно сидели в своих гнездах и вывели птенцов. Весь день дети веселились, играли на улице и катались на качелях. Взрослые ходили в гости к родственникам и соседям, угощались, пели и танцевали. Но перед пиршеством старики обязательно молились божествам, благодарились за проведенный год, просили удачи в следующем году. Крестные родители приносили детям подарки, всякие вкусные вещи и новую одежду. И вообще было принято новые рубашки первый раз давать именно в Пасхе. Агадуй – одним из древнейших обрядов Чувашии, в измененном виде сохранившимся до наших дней был Агадуй. Агадуй проводили всей деревней или несколькими деревнями сразу, и в каждой местности были свои особенности. Перед праздником ходили по домам, обязательно заходили к недавно женившимся, собирали призы, вышитые сулпаны, платки, полотенца. Во время празднования проводили соревнования по борьбе, скачкам на лошадях, стрельбе из лука, в беге, прыжка в длину каната. Первый день к вечеру проходили первые соревнования, и народу собиралось не так много. На следующий день праздник устраивался в полной мере. Сначала соревновались дети, а затем взрослые мужчины. Победители награждали платками, сулпанами, деньгами. Самый сильный из борцов получал звание героя, то есть на чувашском означает пактор. Торговцы устраивали палатки и продавали всякие сладости, сувениры. Парни угощали девушек, играли, пели и танцевали. Троица. Щинок. После завершения всех полевых весенних работ наступали дни, посвященные памяти предков. Длился он одну неделю. Перед этим праздником дети и женщины ходили в лес и собирали лекарственные растения и травы. Эти ветки втыкали в ворота и на окна. Считалось, что на них сидят души покойников. Как обычно, перед праздниками топили баню, мылись отварами из 77 трав. Всю неделю веселились, пели, играли, танцевали. Часто во время недели щимок справляли свадьбу. В последний день снова молились своим предкам сначала в доме, потом во дворе. Потом, захватив с собой угощение, прикрепив к телегам зеленые ветки, отправлялись на кладбище. Шинже. Как только постоянная ложь начинала цвести, старики объявляли о наступлении. Всем людям предписывалось одевать только белые вышитые одежды. Запрещалось пахать, рыть землю, бросать что-то на нее стирать белье, разводить огонь, рубить лес, строить, залезать на деревья и дома, рвать траву и цветы, косить. Считал, что нарушение этих запретов может привести к засухе, ураганам и другим бедствиям. Время Шинже было отдыхом для людей. Женщины шили белую одежду, мужчины плели лапти. Старики вели беседу. Сугури. Этот праздник проводится тогда, когда бывают самые короткие дни в году, 21-22 декабря, длится одну неделю. Праздник начинали дети. Мальчики и девочки, собравшиеся вместе, ходили по домам с песнями и пожеланиями. Хозяева угощали их печеньями, то есть на чувашском языке это означает реваджал. Угощали горохом, давали крупу и масло. Обойдя все деревни, ребята собирались у кого-нибудь дома. Варили кашу, угощали, рассказывали сказки, шутили, смеялись, пели, плясали, веселились весь вечер. Также поступали девушки и парни постарше, но позднее вечером они устраивали разные гадания. Например, раскладывали на полу зерном, уголь, монеты и ставили чашку с водой. Заносили в дом петуха и смотрели, куда он пойдет. Если он подходит
К зерну, значит, жених будет работящий, если к углем бедный будет, к монетам богатый, если приходит к чашке с водой, то будет пьяницей, а если петух с места не тронется и никуда не пойдет, значит, девушка вообще замуж не выйдет. Если девушке хотелось увидеть, кто же ее суженый, то она брала с собой свечку, зеркальце, покрывала и ночью шла в баню. Там она зажигала свечку и, поставив ее перед зеркальцем, накрываясь покрывалом, считала, что ровно в полночь в зеркало должен появиться ее будущий муж. Но бывало так, что иногда парни заранее прятались в бане и ровно в полночь выглядывали из-за спины девушки, чтобы появилось отражение в зеркале. Ошарашенная девушка с криками выскакивала из бани поджидающим подружкам. То-то было весело, смеху и веселье. Наши предки самыми важными событиями человеческой жизни считали рождение, свадьбу и смерть. Чуваши считали большим несчастьем и грехом умереть незамужним и неженатым человеком. Человек, приходя в этот мир, должен оставить после себя свое продолжение детей, воспитав их и научив всему, что умел сам, чему научили его родители. Цепь жизни не должна была прерываться. Жизненной целью каждого человека было создание семьи и воспитание детей.